Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Узнаем последнюю информацию о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе на вечер 13 июня. В целом, по состоянию на 13 июня 2020 года зарегистрировано на территории Республики Саха-Якутия 2968 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки выявлено 70 случаев с новой коронавирусной инфекцией. Среди них 60 случаев выявлено в городе Якутске, 3 в Алданском районе, в Намском 3, в Ангинском 1, Мирнинском 1, Нербинском 1, Верхневилюйском 1. Еще раз обращаю внимание всех, что названы те случаи, которые вошли в официальную статистику Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия, Роспотребнадзора Российской Федерации. В настоящий момент ситуация по новой коронавирусной инфекции характеризуется определенного рода ее расширением в вузах нашей республики. И если непосредственно, ранее в том же Ангинском районе у нас был один случай, то сегодня уже 2 новых случая, зарегистрированных новой коронавирусной инфекцией. Расширяется, к сожалению, случаи в Мирнинском районе и увеличивается количество заболевших в Нербинском районе. И также необходимо обратить внимание на ситуацию в Верхневилюйском районе. Если сегодня нужно обратить внимание, что практически для всех районов уже все ситуации с новой коронавирусной инфекцией, они связаны с местными жителями. Для сельских районов в основном они связаны с приездом непосредственно в гости с началом лета. Для промышленных районов это внутренние районные инфекции, которые, в общем-то, сегодня развиваются, в основном вокруг, так сказать, каких-то определенного рода контактов ранее, которые были, но уже они переходят и на местных жителей. Необходимо обратить внимание, что, штабы они оперативно реагируют на сложившиеся ситуации и, соответственно, принимается ряд мер. Сейчас готовится, непосредственно мера, которая будет подписана, уже анонсирована главой республики по обязательному профилактическому медицинскому наблюдению тех детей, которые сегодня у нас поедут в районы МУДУСы, для проведения лета и встречи с бабушками и дедушками. И, соответственно, наши медики совместно с главами муниципальных образований соответствующее такое профилактическое наблюдение над ребятишками будут осуществлять. Конечно же, большая ответственность в данном вопросе, прежде всего, конечно, ложится на родителей, которые отправляют к своим же уже, на родителям детей, которые к собственным родителям будут отправлять ребятишек из города. Поэтому, конечно же, перед принятием таких решений, нужно четко быть убежденным, стараться быть четко убежденным, что ребенок не находился в контакте или вы не находились в контакте. То есть, что вокруг вас эта ситуация сама по себе спокойная. Необходимо обратить внимание, что сегодня, к сожалению, у нас карта распространения вируса распространяется и на иные вузы республики. На карте распространения вируса у нас появляется, Усть-Алданский УРУС, это заразная ситуация. Соответственно, сейчас официальные данные находятся на подтверждении. И, к сожалению, расширение свое получает ситуация в Верхневилюйском УРУСе. Но все находится под контролем оперативных штабов и, соответственно, оказывается соответствующая медицинская помощь. К определенной стабильности приходит ситуация в Мирнинском и в Мегино-Кангаласских районах. Тем не менее, независимо от того, что там в этих районах определены режимы полной изоляции с теми условностями, с теми разрешениями, послаблениями, которые определил глава республики, оперативные штабы на местах, как в Мегино-Кангаласском, так и в Намском, так и в Усть-Алданском районе принимают собственные решения об определенных ограничениях. Так в селе Барагонце, сейчас будет проходить полная, дезинфекция, санитарная обработка. Будут закрыты торговые центры, магазины, а в ближайшее время будут работать лишь только аптеки и, соответственно, медицинские учреждения. На территории УЛУСа будет работать 150 волонтеров, поэтому помощь вся будет оказана.
Значит, аналогичная ситуация, аналогичные меры принимаются в Намском и Нижнекамгаласском районах для того, чтобы обезопасить ситуацию. Значит, вот, наверное, в целом вся картинка, которая у нас сегодня есть по районам и по ситуациям, которые сложились. Теперь по, значит, нашим больным. У нас сегодня, значит, выздоровело на территории Республики Саха-Якутия за весь период, значит, на сегодняшнюю дату 1731 пациент с новой коронавирусной инфекцией, и уже на излечении непосредственно находится меньше, чем выздоровело. Но, тем не менее, наши койки всех инфекционных стационаров амбулаторно, значит, наши медики работают еще в более напряженном режиме, потому что, соответственно, значит, количество больных, которым нужна помощь более высокого уровня, тяжелых больных, она у нас достаточно высокая, по нашему мнению. Значит, у нас порядка 20 человек находится под наблюдением в отделениях реанимации. Поэтому, конечно же, медикам желаем тоже спокойствия, профессионализма, ну а нашим больным, всем, кто находится на лечениях, терпения и, соответственно, выздоровления. На что еще хотела бы я обратить внимание, на то, что, в принципе, сегодня, наверное, республика является одним из тех субъектов Российской Федерации, и это было отмечено министром здравоохранения России, значит, Михаилом Мурашко, кто в этих сложных условиях не приостановил оказание экстренной медицинской помощи по всем направлениям. Поэтому сейчас мы уже начинаем на более такой режим выходить, чтобы уже начинать и планировать какие-то определенные плановые приемы населения. Но пока говорить об этом рано, в любом случае, значит, мы к ним придем. Но также для республики характерным остаются корпоративные очаги, семейные очаги. И появляются у нас теперь очаги таких своего рода компаний и проведения совместного, значит, времени совместного проведения. Очень большая просьба все-таки быть более внимательным для того, чтобы все-таки понимать, что вирус существует, он находится у нас в городе. Под вниманием властей также находятся ситуации в Жатае, ситуации в Хатасах и в ситуации в Максагалыхе. Поэтому, значит, вот здесь все меры предосторожности просим, значит, соответственно, принимать. До среды будет принято постановление правительства о выплатам для выпускников наших школ. Сейчас по всем районам, соответственно, собираются списки выпускников и, соответственно, определяется, значит, порядок осуществления этой выплаты. И на настоящий момент также в республике продолжает осуществляться выплата федеральная, которую определил президент страны Владимир Владимирович Путин по, значит, выплатам для семей, имеющих детей. Это был брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу с информацией на вечер 13 июня. Оставайтесь с нами.